Звание почетного донора России в прошлом году получил 301 житель республики. Всего же такой статус в Башкортостане имеет 11 тысяч человек. Как работает станция сегодня и какие привилегии есть у почетных доноров, в материале Динары Таймасхановой. Как ваше самочувствие? Все хорошо. Давайте померим ваше давление. Давайте. Донором впервые Салават Хафизов стал случайно. В 2015 году коллегу по работе ударило током. Ему потребовалось переливание. Молодой человек решил помочь. А сегодня он сдает кровь уже в 51 раз. Прежде чем донор отправится сдавать кровь для других, ему необходимо пройти процедуру такого мини-обследования, определение группы крови и уровня гемоглобина. Если показатели последнего выше или ниже нормы, то процедуру сдачи крови придется отложить. Как раз я тот самый человек, которого бы врачи развернули. Гемоглобин оказался низким, а у Салавата Хафизова со здоровьем все в порядке. Мужчина сдает только плазму. За раз 600 миллилитров. Аппарат отделяет ее, а кровь возвращает донору. Вообще нужно 60 раз сдать плазму, либо 40 раз цельную кровь, чтобы стать почетным донором России. После где-то 20-го раза я понял, что нужно ставить цель. И кровь, она всегда нужна. Но первоочередно это помощь людям, а вторая цель, по очереди, это стать почетным донором. Процедура сдачи плазмы занимает около часа, а вот цельную кровь заберут в течение 5 минут. Поэтому врач-трансфузиолог Артур Мусин сдает ее в перерыве от работы. Донацию он проходил уже 125 раз. Мог бы стать почетным донором дважды, но значок выдается один раз. Татуировки помеха временная, необходим перерыв в 4 месяца после нанесения. К слову, уже после процедуры кровь подвергают тщательной обработке. И если у донора обнаруживается какая-то инфекция, естественно, компонент будет списан и не допущен к использованию медицинской организации. Список противопоказаний, которые не позволят стать донорами, есть на сайте Республиканской станции переливания. В прошлом году жители Башкортостана сдали 46 тысяч литров крови. Есть такие вот компоненты крови, тромбоциты, да, у них срок годности максимум 7 суток, поэтому мы должны их заготавливать постоянно. Мы этих доноров постоянно приглашаем, определенные группы крови, да. Эритроциты, они у нас тоже недолго живут, 42 дня максимум они могут у нас жить, и поэтому мы постоянно нуждаемся в наших донорах. Для почетных доноров есть преференции. Ежегодная выплата в размере 15 тысяч рублей. Отпуск в удобное время, а не по графику. Сдача крови не только возможность помогать другим, но и следить за собственным состоянием. В доноры берут только здоровых. Динара Таймасханова, Роберт Давлетбердин и Равиль Архимзянов. Новости. Уфа.